Сегодня мы поговорим о таком опаснейшем заболевании, как наркомания, которая унесла множество жизней, в числе которых немало молодых людей. Вред наркомании часто недооценивают, а ведь от зависимости одного человека страдают и другие – его дети, близкие, члены семьи, а иногда и посторонние люди. Несмотря на то, что в Абхазии существует жесткое наказание за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, только за первое полугодие сотрудниками УКОН зарегистрировано 73 преступления в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. Выявлено 4 группы, которые занимались их распространением путем тайных закладок. О том, что наркотики губительны, знают все. И тем не менее, количество употребляющих меньше не становится, даже наоборот. И что самое страшное, среди подростков немало наркозависимых. Герой нашей сегодняшней передачи – человек, который 15 лет употреблял наркотики, но уже 6 лет как поборол зависимость и продолжает свою борьбу. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Я зависимым человеком был еще до употребления наркотиков. Основные виды наркотиков, которые употребляют на территории Республики Абхазия, это синтетические, химические. Соли разрушают организм, не только мягкие ткани, но и кости. Это метадон, мефедрон, есть легкие наркотики. В стационаре находится человек, на лечении которому уже под 60, и он наркотики начал употреблять около года назад. Пройти это ад. Сегодня очень много ребят, которые даже не знают, что есть выход. Влияют на общее поведение, нарушается психика. Пока ты не признал, что ты проиграл, ничего не поменяется. Нельзя сделать глоточка спиртного, потому что это непременно приведет к употреблению наркотиков. Выздоровление начинается с признания твоего поражения. Конечно, лучше не начинать, но уже раз начали, все равно для тех, кто посмотрит эту передачу, есть выход. Помощь одного зависимого человека другому – ни с чем не сравнимая терапевтическая ценность, говорит герой нашей передачи, назовем его условно Константин. Он посещает сообщество анонимных наркоманов уже 6 лет, и столько же времени он, как говорится, в завязке. Здесь, в этих комнатах, люди поддерживают друг друга, и особенно новичков. Почему ты согласился дать интервью? Ну, во-первых, я так подумал, может быть, мой образ жизни, кому-то он пригодится и кому-то он пользу принесет. Может быть, кому-то это отзовется, и кто-то просто придет, и если еще одна душа спасется, то уже это большое будет достижение. Люди просто не все знают об этих комнатах. 15 лет назад у таких, как я, не было возможности. И на сегодняшний день приходят новички, то есть это на самом деле наглядный пример, что вот напротив сидят наши живые примеры, ребята, у кого-то там 15 лет уже, 14 лет, 12 лет, 10 лет. И не просто там они остаются трезвыми, они кардинально поменяли свою жизнь. Первый укол Константин сделал в 18 лет, в 2000 году. По его словам, его всегда тянуло к улице. Привлекала так называемая блатная романтика. Как он вспоминает, тогда и наркотики, и наркоманы были другими. Первые не столько психотропные, а сами употребляющие со своими принципами. Они не вовлекали молодых, а наоборот, старались отгородить их от этого. Задолго до того, как Константин употребил наркотики внутривенно, он принимал таблетки. Сегодня он четко понимает, что его зависимость – это не тяга к блатной романтике, а глубокие травмы детства. Тогда это называлось черняшка, это из мака делают. Ее продавалась она в Адлере. А до этого, значит, у нас в Гудауте можно было купить там наподобие таблетки такие, Трамал называлось. Вот это я до этого, до употребления внутривенных наркотиков, я ел вот это таблетки, да. Это я сегодня понимаю, что почему я пошел употреблять. А тогда, ну, все это гораздо еще раньше началось просто от того, что я не принимал себя,
мне было очень где-то страшно, очень где-то больно в душе моей. И вот от того, чтобы убежать от какой-то, наверное, реальности, от непринятия того, в чем я нахожусь, в какой реальности я нахожусь. От этого, скорее всего, так и было. Я пошел и употребил. И когда я употребил, мне показалось, что вот он я настоящий, куда-то делся страх, куда-то делась неуверенность в себе, там появилась какая-то маска, и мне казалось, что весь мир у моих ног, я делаю то, что я хочу, и, короче, вот так и осталось это как бы в моей памяти. И я знал, что всегда в каких-то определенных аналогичных обстоятельствах можно пойти просто и заглушить какую-то там душевную, скажем, пустоту или боль, пойти употребить. Константин из достаточно состоятельной семьи. По семейным обстоятельствам в детстве его часто и надолго оставляли с родственниками, а он тосковал по матери. Порой к нему относились не так ласково, как ему хотелось бы, и это оставляло след в его детской душе. Он стал ощущать свою ненужность, вырос неуверенным в себе. Именно это и многие другие послевоенные факторы в Абхазии привели Константина к наркотикам. Мне просто невыносимо было с самим собой оставаться. Но я не знал, как это объяснить. Но это я сейчас понимаю, что я зависимым человеком был еще до употребления наркотиков. Употребление наркотиков – это всего лишь симптом проявления моей болезни зависимости. И когда я употребил, мне стало просто легче. И очень долгое время я просто употреблял от того, что мне становилось легче. Но в какое-то время наркотики просто перестают забирать вот эту душевную боль. Они перестают забирать, и вот потом ты начинаешь понимать, что это иллюзия. Я довел себя до такого, что вот я держал шприц, и вот не было в Абхазии, нигде не продавалось. Потом появилось резко, но это где-то, может быть, дней 5-6 я ничего не употреблял, я не мог ни спать, ни есть. Мне было очень плохо. Это вот на физическом уровне проявление, как сказать, ломка, другими словами. И когда появилось, значит, я купил. И вот мне нужно было сделать укол, чтобы, чувствовать себя нормально, но у меня уже организм настолько не принимал отвращение. То есть только вот я подносил шприц своему там телу, чтобы сделать укол, у меня тут же интенсификация, я начинал вырывать желчью, потом кровью. И вот я понял, насколько вот я и уколоться не могу, и не уколоться не могу. И вот только мысль о том, что я сейчас вот должен себе сделать укол, мне опять становилось плохо. И вот до такого состояния себя доводил. Константин убежден, все наркоманы – эгоисты. Для них самое главное – найти дозу в момент необходимости во что бы то ни стало, а все остальное – семья, дети, работа – становится неважным. Он несколько раз пытался бросить, но срывался. Ситуацию усугубляло и то, что у него была еще одна зависимость – алкогольная. Каждый наркоман, кто систематически употребляет, в глубине души он хочет бросить. Но это невозможно. Это единичные случаи, когда у человека получается, я таких людей не знаю. Очень многие думают, что если они там уберут на физическом уровне, скажем, вот эту ломку, ложатся. Я сам вот здесь у Ирмы несколько раз лежал. Я думал, что моя проблема в том, что меня на физическом уровне просто, ломает, так скажем. Но вопрос не стоит в том, что бросить. Бросить я очень много раз бросал. Проблема моя в том, что я обратно начинаю. А почему я начинаю? Я вот сейчас, буквально стал понимать, что от того, что мне невыносимо самим собой жить. Я не могу проживать вот эту реальность. Потому что вот этот негатив, который с детства со мной, вот я утром просыпаюсь, я постоянно чем-то недоволен. Вот это есть моя болезнь, зависимость. Мне вечно что-то не нравится. Я вечно
И вот или какая-то мысль, или какой-то человек, что-то вот я вспомню, и вот мысль порождает чувства. Вот эти чувства негативные заставляли меня действовать. В итоге я делал то, чего я не хочу, понимаете? Вот, я просто жил вот в неуправляемости. То есть я собой не управлял. Я в итоге или не делал то, что я хочу, или наоборот, делал то, чего я не хочу. Но сегодня программа учит вот избавляться от вот этих чувств. Вот я на старте, вот я понимаю, что сегодня я не иду на поводу. И я утром просыпаюсь, и я стараюсь сразу, вот у меня, вот моя первая же задача подключиться к Богу, как я его понимаю. Но мой Бог, я скажу, я не стесняюсь, мой Бог Иисус Христос, я молюсь Ему, прошу у Него даровать мне силы, дать мне силы, чтобы я мог исполнить волю Его, помогать, быть полезным другим. Сегодня просто вот это употребление, которое было в моей жизни, да, оно потеряло силу. Наркотические вещества поступают в нашу страну через государственную границу ПСОУ, свидетельствуют оперативники. Методы маскировки контрабанды становятся изощреннее, используются бензобаки и всякого рода тайники в транспортных средствах. Работники УКОН и МВД отмечают, что наркотики в основном одни и те же. Самый популярный вид наркотиков, который завозят в Абхазию, это метадон и мефедрон. Их употребляет 90% наркозависимых Абхазии. Но основные виды наркотиков, которые употребляют на территории Республики Абхазия, это синтетические, химические, так называемые. Это метадон, мефедрон. Есть легкие наркотики, которые растут в Абхазии. Это конопля, это мак. Последние несколько лет мы пресекли ряд наркоканалов, которые действовали на территории Республики Абхазия, которые уже не функционируют, так как руководители, организаторы уже отбывают наказание как на территории Республики Абхазия, так и на территории Российской Федерации. Буквально месяца 3 назад мы на территории Российской Федерации привлекли к ответственности одного из таких крупных организаторов, который сегодня уже отбывает наказание. Так что вот так. В целом изменения есть касаемо, если, например, судить по статистике, одновременно вот лет 5 назад, если смотреть, то на территории Республики Абхазия работало больше 10 наркоканалов. Сегодня это 2-3, то есть тенденция к уменьшению есть, но это не решает проблему в целом, так как потребитель он остается. Чаще всего подростки употребляют легкие наркотики, такие как каннабис и так далее. Но есть еще психотропные препараты, которые употребляют молодежь, это школьного возраста, к сожалению, которые не менее пагубны, чем тяжелые наркотики. То есть влияет на психику молодых людей, влияет в целом на организм. Такие препараты, просто не хочу их озвучивать, так как получится, как будто бы мы ее рекламируем, но есть психотропные, именно медицинские препараты, которые молодежь употребляет, которые даже в России не запрещены. То есть человек может выехать на территорию Российской Федерации и купить в любой аптеке. Напомню, что в Абхазии действует закон, который предусматривает высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы и исключительную меру наказания – смертную казнь за ввоз и вывоз наркотических средств в особо крупных размерах. В связи с мораторием на смертную казнь, действующим в Абхазии с 2007 года, эта мера заменена на пожизненное лишение свободы. С января текущего года 1876 человек освидетельствовано на употребление запрещенных веществ. Из них на профилактический учет сроком на 1 год взято 262, на диспансерный сроком на 3 года 17 человек. Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядом, поражающим все системы органов и тканей, но особенно центральную нервную систему. В основном это марихуана, чаще всего марихуана и далее метадон.
Ну и морфин тоже можно туда отнести. Чаще всего проявляются эти три вида, они самые востребованные среди наших жителей. Пригабалин они рецептурно получают, поэтому как бы мы на этом не делаем акцент в данном случае. Соли разрушают организм, не только мягкие ткани, но и кости, влияют на общее поведение, нарушается психика. Человек начинает себя неадекватно и агрессивно вести, вплоть до того, что кидается на своих родных, может ранить неосознанно людей и себя в том числе. Бывают суицидальные наклонности тоже в этом случае, если употребляют соли молодые люди. Наркозависимым считается человек, который употребляет вещества, внесенные в список запрещенных. В нашей стране нет точной статистики наркозависимых. Для того, чтобы назвать конкретное число, необходимо проводить специальные исследования среди разных слоев населения, систематизировать данные из различных специализированных учреждений. Это МВД, служба скорой помощи, морг, реабилитационные центры и так далее. Только по одному наркологическому диспансеру нельзя определить, какой процент населения употребляет наркотики. У нас в среднем цифра одинаковая. Ежегодно около 1500 человек – это алкоголь и наркотики вместе, скажем. Вот. Иногда бывает больше, иногда меньше, и оно тоже бывает связано, знаете, с чем? С различными ситуациями в стране. Например, когда была пандемия, было в один момент больше обращений, хотя стационирование было сложнее, вы знаете, старались людей не скучивать по ненадобности в каких-то там учреждениях. Вот. Это зависит от каких-то обстоятельств внешних тоже. Не только потому, что стало наркоманов больше, и их обратилось больше в больницу. Иногда зависит от того, что, допустим, что-то новое, там методики какие-то стали появляться в лечении. И как сарафанное радио, знаете, у них происходит: одному там понравилось, другому, и мне хорошо помогли, давай и ты, и то, и вот так. Вдруг оказывается, что как-то волной много пациентов. Также влияет на обращаемость в стационар то, когда перекрывают каналы поставок наркотиков. Как только наркотика становится мало, какой-то дефицит, поймали крупную партию, тут же идет наплыв пациентов в стационар. То есть вот это зависит от таких вещей тоже, поэтому оно субъективно. Вы понимаете, сказать, что стало наркоманов больше, я не могу. Бывает, что больше обращаемость. В этом году было больше, но это было связано с внешними факторами. Большинство наркотических веществ очень быстро вызывают не только психологическую, но и физическую зависимость. Когда действие вещества заканчивается, у наркомана начинается ломка, крайне неприятные физические ощущения, ликвидировать которые можно двумя способами: приемом очередной дозы наркотика или выведением из организма наркотического вещества с помощью медицинских препаратов. Диагноз у него звучит не наркозависимо, а по нашим, значит, классификациям звучит так: психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением, и дальше мы уже напишем название наркотика, который он употребляет. Поведение совершенно разное. Если человек употребляет опийные наркотики, это героин, но у нас его меньше, в основном это метадон, мак – это сезонное употребление, в основном это бупринорфин или субутекс так называемый, или метадон. Вот это опийные наркотики. То лечение обычно мы начинаем в стационаре, если больной мотивирован, если он сам изъявляет желание, и у него есть какой-то план дальнейшего поведения, что делать, как-то вот он уже настрадался, намучился от последствий употребления наркотика, то мы укладываем в стационар, начинаем стационарное лечение, купируем изначально абстинентный синдром, потом уже идет коррекция психического поведения, сна, вот, настроения, и дальше уже расписываем ему пошагово, ну что делать, как приходить на консультации, как себя вести, связываем его с группой самопомощи и взаимопомощи, так называемые анонимные наркоманы. Вот первые шаги знакомств с этой программой пациент уже может начать, находясь у нас на лечении. Вот. И в дальнейшем, конечно, мы рекомендуем пройти реабилитацию все-таки, потому что двухнедельный или даже месячный курс лечения далеко недостаточен для того, чтобы поменять образ жизни, который формировался годами, понимаете?
Вот. Но если же пациент употребляет стимулирующего характера наркотики, так называемые дизайнерские наркотики или быстрые наркотики они называются, или это вот соли, мефедрон, амфетамины, вот такого, скажем, порядка наркотики, то тут уже картина совершенно другая. На первый план все-таки выходят это психические расстройства. Порой поведение пациента это поведение, скажем, больного, просто психически больного человека, понимаете? И тут вот такая классическая схема лечения, там купирование абстинентного синдрома, это все совершенно не нужно. И пациенты такие трудно удерживаются в стационаре. И когда они находятся в стационаре такого типа, как у нас, открытый стационар, скажем так, да, они трудно удерживаются. Еще тут рядом друзья, родственники. Они всегда могут в любой момент покинуть отделение, как хотят уйти из стационара, то так, конечно, трудно им удержаться. В основном лечение таких пациентов мы рекомендуем даже сразу уже выезжать в реабилитационный центр, потому что первое условие необходимо – это изоляция от наркотика, которое крайне сложно осуществить, например, на родине у себя, где все тебе знакомы, где много друзей, с которыми твои соупотребители и так далее. Поэтому тут уже в основном мы мотивируем родственников, чтобы они как-то все-таки пошли с нами вместе вот в одном направлении и как-то уговорить по доброй воле, либо там так относительно не по доброй воле пациентов уговорить на прохождение реабилитации в центр, уехать в центр реабилитационный. Основная причина смертности от наркотиков – индивидуальная реакция организма на используемый препарат. Зачастую человек пробует наркотики под влиянием знакомых, которые в самых радужных красках описывают состояние эйфории и убеждают в том, что это не страшно. Но каждый организм реагирует на ядовитые вещества по-разному. Нередко во время первого употребления, казалось бы, незначительной дозы наркотика у человека случается анафилактический шок и остановка сердца. 95% людей, употребляющих наркотики путем инъекции, заражены ВИЧ-инфекцией, гепатитом В и С. От этих болезней они часто умирают раньше, чем от самих наркотиков. Не только подростки, у нас есть частый случай, когда в стационар попадают люди, начинающие употреблять наркотики в достаточно зрелом возрасте. Вот даже, скажу так, на сегодняшний день в стационаре находится человек, на лечении которому уже под 60, и он наркотики начал употреблять около года назад. Понимаете? То есть как это много должно быть его все-таки, чтобы даже в 60 лет вдруг начать его употреблять. Наркомания приводит к снижению интеллекта, слабоумию, тяжелым психозам, депрессиям. Страдает иммунная система, организм не может противостоять элементарным заболеваниям и инфекциям. Даже обыкновенная простуда может вызвать осложнения, несовместимые с жизнью. Огромное влияние оказывает прием наркотиков на репродуктивную систему и половые функции, причем как мужчин, так и женщин. Это влияет на самый важный орган отрицательно. Самый важный орган – это центральная нервная система, головной мозг, понимаете? Это разрушает личность. Человек может просто остаться уже навсегда психически больным. Там ты уже прочистишь его организм, купировали абстинентный синдром, что бы ты ни сделал, он просто уже остается навсегда психически больным. И просто психически больной – это одно, а когда психически больной плюс еще зависимый, это крайне сложное сочетание, это очень плохой прогноз, это тяжелое лечение, это, в общем-то, это, можно сказать, пожизненно реабилитационный центр. Это человек, который в открытом обществе может, в таком, скажем, свободном обществе жить ему сложно будет. Вот, это очень губительные наркотики. И причем еще они страшны тем, что зависимость развивается очень быстро. Иногда после первой пробы можно стать наркоманом. То есть вчера ты был нормальный человек, один раз попробовал, и завтра ты уже наркоман. И ты бегаешь, ты ищешь, ты обманываешь.
За последние десятилетия произошла, если можно так сказать, революция в истории запрещенных веществ. Изменились и сами наркотики, и способы их поставки и приобретения. Растет количество наркопреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Для их совершения продолжают активно использоваться мессенджеры, блоги, интернет-магазины и форумы. Солевые вещества. Но это, конечно, Но это самое это распространенное, самое да, распространенное сейчас? и самое явно видное поведение меняется. То есть это такое, которое заметно очень. Вот. Обычно они становятся возбужденными, жестикуляция активная, дергаются, могут быть галлюцинации, может быть психомоторное возбуждение. То есть это явно отличает его от его нормального состояния. Чаще всего все-таки у подростков начинается с таблеток, которые можно принимать и не очень заметным быть, понимаете? Ведь обычно это все происходит в переходный возраст, когда начинает меняться характер. И небольшая раздражительность, там что-то такое, требовательность, может, капризы какие-то, они в этом возрасте возникают тоже. И вот это может сбить с толку. Но часто я вот все-таки, когда я разговариваю со своими пациентами, я всего там год употребляю, он говорит, наркотики. А спрашиваешь, а таблетки уже лет 7-8, понимаете? То есть все равно прием вот этих таблеток различных, психоактивных, которые они считают, что это лекарство, но лекарство назначает врач, вы понимаете? А все, что сам себе назначаешь, это уже не лекарство. Вот. Они принимают длительное время, и это можно незаметно. Можно ли избавиться от наркозависимости навсегда и как это сделать? Константин уверен, можно, но к этому должен прийти сам наркозависимый, потому что ради кого-то он не будет ничего менять в своей жизни. Константину в исцелении помогло сообщество анонимных наркоманов, которое 5 лет назад начало функционировать в Абхазии. Таких сообществ несколько – в Гагре, в Гудауте, а в Сухуме даже 2. Ребята собираются несколько раз в неделю и поддерживают друг друга. Этот метод терапии сформировался в США за более чем 80 лет и показал свою эффективность. Были ребята, которые в свое время, слава богу, что это стороной меня обошло, у нас в Абхазии какое-то долгое время употребляли крокодил, его еще бензоморфин называют, но я близко не подошел к этим наркотикам. И в нашем городе очень много кто употреблял, и как бы там все настолько, там такой состав туда, что только химия, там всякий крот, бензин, что туда только не добавляли. И как бы я на них смотрел со стороны, можно сказать, как бы свысока. Вот они, короче, конченые наркоманы, а я метадон колю, как бы. И... Но вот шло время, эти ребята стали не просто там не употреблять, ну, самое первое, что ты там внешне приходишь в себя, и у тебя появляется там нормальный образ какой-то. Вот эти ребята, кого я считал конченым, я смотрю, они на таких хороших машинах, на дорогих, на джипах, там, слышу, они там какие-то стройки ведут, у них гостиницы на берегу моря. Ну, и мне, как наркоману, наверное, завидно стало, и я начал спрашивать, а как, слушай, они с этих подвалов не вылазили? То есть меня в эти комнаты никто не звал, меня в эти комнаты привел их образ жизни. Просто тупо я видел на моих глазах, как их жизнь поменялась. Я начал спрашивать, слушай, а как у них получилось? И мне сказали, что они ходят там в сообщество какое-то. Я спросил, а что там, мол, они делают? Говорят, ну, они там собираются, там помогают друг другу. И вот как бы на тот момент я думал, что это совпадение, но сейчас я понимаю, совпадений в моей жизни нет и не бывает. Это Боженька так сделал именно в тот момент. Это была Гагра, город Гагра. Я там не знал ни одного человека. И вот я не знаю, что-то тогда произошло. И я не могу это передать словами. Я почувствовал, что это вот именно то место, которое искал всю жизнь. Я почувствовал в этих комнатах Бога, я почувствовал Его любовь, я почувствовал, что там ребята искренне хотят мне помочь, и я им поверил, и на самом деле это работает, если соблюдать рекомендации. Они понимают, что это очень коварная, тяжелая болезнь, и даже 10 лет трезвости ни о чем, понимаете? Срыв возможен в любое время. Это хроническое заболевание.
А как любое хроническое заболевание, возможно обострение, понимаете? Вот у человека может быть гастрит, да, допустим, это же хроническое заболевание, хронический гастрит. Но если ты всю жизнь на диете, всю жизнь ведешь себя правильно, может быть, до конца твоих дней уже никогда у тебя не будет обострения, и ты там в 100 лет умрешь здоровый без гастрита, скажем. Но если и также и зависимость от наркотиков. Это заболевание зависимости хроническое. То есть его невозможно вырезать из организма и выбросить. Ты можешь прожить всю свою жизнь трезво, но ты все равно зависимый человек. Вот в этом, понимаете, особенность. То есть зависимый человек, что это такое? Он должен помнить всегда, что есть какие-то правила, которые он должен соблюдать. Никогда не употреблять алкоголь. Никогда не сделать ни глоточка пива, никогда нельзя никакие таблетки, потому что это непременно приведет к употреблению наркотиков. Он вернется к наркотикам, и он вот навсегда должен отказаться от всех психоактивных веществ. Это такое же хроническое заболевание, как и любое другое, которое может дать срыв, обострение. И чтобы его не случилось, нужно соблюдать всю жизнь определенные правила. Константин говорит, что наркотики разрушают человека на 3 уровнях – физическом, духовном и эмоциональном. Из них самое легкое – физическое. Не было такого случая, чтобы наркоман умер от ломок, он себя любит настолько, что непременно найдет дозу и не будет терпеть дискомфорт в теле. Самые сложные разрушения, которые тяжело остановить и преодолеть, это духовное и эмоциональное. Для того, чтобы вступить на путь исцеления, нужно следовать нескольким факторам. Выздоровление начинается с признания твоего поражения. Пока ты не признал, что ты проиграл, ничего не поменяется. Вот мои дети, насколько они меня любят, насколько меня любят мои родители, они не смогут мне помочь. Пока я сам не пришел и не сказал, я не могу, помогите мне, пожалуйста. Пока вот этого не будет, вот здесь у тебя внутри, не то, что там ради кого-то, мотив может знать только тот зависимый человек, который делает это признание. Вот когда ты капитулировал, сдался, когда ты готов пойти там, сделать то, что тебе говорят люди, которые это уже проходили, вот это на самом деле актуально, это в этом случае работает, а в другом остальном. Какое-то время, да, если у зависимого человека, независимо сколько бы у него не было бы чистого времени, если в его жизни есть действующие наркоманы, рано или поздно он срывается. Это, как правило, это неизбежно. Сегодня Константин уже 6 лет как не употребляет наркотики. В своем довольно-таки молодом возрасте, 40 с небольшим, он уже дедушка. Он вернул себе не только вкус к жизни, но и нашел свое призвание – служение людям. Спасая заблудшие души в этом сообществе, Константин приносит пользу обществу. Путь к этому был нелегким, минутная эйфория стоила ему многих лет саморазрушения. Но, как утверждает Константин, он возродился, и через него Бог заботится о страждущих. Сегодня он жалеет о годах, которые бездарно потратил. Не стоит идти просто по этим рельсам. Там нету жизни. Как говорится, в конечном итоге все бросают употреблять. Просто кому-то это удается сделать при жизни. Вот сегодня есть такая... Не просто, знаете, как дело в чем, что мы же не просто сюда приходим, ты становишься свободным, счастливым, радостным человеком. И просто у тебя меняются ценности. Ты сегодня не просто как овощ какой-то просыпаешься утром, как там в употреблении, лишь бы где-то пойти обмануть, украсть, найти. И вот у тебя весь смысл жизни вот именно заключается в том, чтобы употребить. А тут намного, я вот буквально недавно стал на это обращать внимание, даже вот природа наша, я раньше не обращал на это внимание, в какой красоте мы живем, что какие элементарные даже вещи, сколько они приносят таких гамма чувств, то же самое там подвести человека, оказывается, раньше у меня и в мыслях не было кого-то подвозить. А вроде бы какие-то элементарные, добрые дела, они наполняют душу. Жизнь такая короткая. Я не успел оглянуться, уже вот скоро тоже 5-й десяток идет. И
хочется, наверное, пожить еще, пройти. Это ад. Это повезло. А сегодня очень много ребят, которые даже не знают, что есть выход, понимаете? Кто-то на себя руки накладывает. Но и я, как никто другой, понимаю, что с ними происходит. И, конечно, лучше не начинать, но уже раз начали, все равно для тех, кто посмотрит эту передачу, есть выход. Есть выход, и он рядом. И просто нужно довериться, поверить и делать какие-то определенные действия, и все будет хорошо. Есть выход, все зависит от желания. Но кто не пробовал, лучше не подходит, пускай. В заключении Константин выразил надежду, что к его словам прислушаются те, кто на перепутье, особенно молодежь, и его путь наркозависимого станет ярким примером того, как не надо поступать со своей жизнью. Государство борется с наркоманией, используя различные методы, включая правовые, профилактические и лечебные. С помощью законодательных мер ограничивается оборот наркотиков, проводится профилактическая работа среди молодежи, работают государственные программы по лечению и реабилитации наркозависимых, укрепляется международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. Но все эти меры могут не сработать, если не придет понимание того, что наркомания – это зло, которое непременно погубит тебя. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч.